А я хочу озвучить и последний пришедший к нам вопрос. Ася Горокоева, жительница Магаса, пишет, что переехала в столицу из Норвегии. Ее ребенка не принимают в школу-лицей, а живут они как раз рядом с образовательным учреждением. Квартиру покупали в этом районе именно из-за этих соображений. В лицее Асе Горокоевой отказывают, потому что якобы нет мест. Женщина интересуется, законно ли это, и просит решить ее проблему. Я думаю, что незаконно. И тем более, если она там живет, прописана или снимает жилье и фактически живет. У нас есть многие прописаны, но не живущие. Живут в селах там, и детей сюда привозят. И я давал команду, и в течение там, и сентября, и октября вот эти рейды и в лицее, и в школе Марим будут проводиться. Первоклассники особенно. У нас, к счастью, много первоклассников, в том числе и в школе-лицее я там дал добро еще на 2 класса дополнительных. Там, чтобы не заполнять первые классы там, по 30-40 детей, чтобы не было, на 2 класса дополнительно еще. И они все должны, конечно, именно быть с того района, с прикрепленных домов к этому лицею. И я думаю, что пометили министр образования и те должностные лица, которые за это отвечают, и примут решение, тем более приехала из-за границы, как же ребенка в школу не взять. Она же может уехать обратно за границу. Поэтому обязательно примут.